сам занимался подготовкой тех программ Дальнего Востока, которые сегодня реализуются в жизни, да и в том числе в Республике Саха-Якутия. Вот. Кирилл Бычков, заместитель председателя правительства республики, лидер инвестиционного блока, высокопрофессиональный специалист в сфере внешнеэкономической и инвестиционной деятельности в области государственного и частного партнерства. Майя Данилова – это министр экономики. Вот, она у нас тащит весь аналитический функционал нашей команды, системную игру, которая прошла все ступеньки роста от простого специалиста до министра. И как раз вот ее вклад в наш рывок прошлого года, но это на 30 мест, да, это, конечно же, в том числе огромная заслуга моя Андреевна лично. Так, Ирина Высоких, министр предпринимательства республики, это человек, который работал в предпринимательстве, пришел в правительство из бизнеса, она знает о малом бизнесе все, вот, и что надо, и что не надо, вот, и, конечно же, показывает себя как специалист очень высокой квалификации, продолжает эффективную работу по защите бизнеса уже на посту министра. Да, Кондрашин Александр, руководитель нашего агентства по привлечению инвестиций. Я уже даже забыл, сколько он языков знает, то ли 13, то ли 14 иностранных языков. Владимир сейчас усиленно изучает якутский язык. И, конечно же, благодаря нему достаточно активно наши проекты инвестиционной сети продвигаются. На сегодняшний день у него в портфеле около 30 инвестиционных проектов общей стоимостью порядка 1 000 000 рублей. Да, Василий Ефимов, генеральный директор компании, он является экспертом в области международных стандартов финансовой отчетности, имеет опыт работы в банковской отрасли, ну и Афанасий Захаров, генеральный директор корпорации развития республики. Он один из уникальных людей вообще в целом в стране, он окончил университет 18 лет. И первый якутский технологический предприниматель, который привлек иностранные деньги из Кореи. На самом деле, вот и Вася, и Афанасий, что еще хочу подчеркнуть, это выпускники Массачусетского технологического университета. Для тех, кто интересуется также инвестициями в Якутию, хочу сказать, что одним из инструментов привлечения инвестиций является инвестиционный портал Якутии. Это навигатор для инвесторов, портал «Единое окно», который содержит всю актуальную информацию по потенциальным действующим инвестиционным проектам Якутии. Они постоянно обновляются, поэтому просьба заходить.